Нерадивые налогоплательщики не смогут вылететь за пределы страны, не оплатив долги государству. Вторую неделю в аэропорту Якутск проходит акция «Аэропристав». Рейд проходит по утрам, когда наблюдается большой поток пассажиров. Подробнее расскажет Рудольф Сахаров. Аэропристав дежурит у стоек регистрации на посадку. Проверку на наличие долгов перед государственным бюджетом проходят все без исключения. Акция организована сотрудниками налоговой инспекции и службы судебных приставов. Только за одну неделю безответственным налогоплательщикам выписаны квитанции на сумму 1 миллион 92 тысячи рублей. На сегодняшний день нами было проверено более 600 пассажиров, которым были выданы квитанции о начислениях по текущим платежам, а также по имеющейся задолженности. По данным квитанциям люди имеют возможность произвести оплату через терминал, установленный в здании аэровокзала. В случае затруднения им всегда будет оказана помощь сотрудниками нашей инспекции. Эта акция проводится в первый год, первый месяц, так бы сказали, и она планируется на постоянной основе, наверное, проводить. Акция проходит в утреннее время, когда в аэропорту наблюдается большой поток пассажиров, улетающих в центральные регионы страны. Временное ограничение на выезд за рубеж действует в отношении тех, кто не выполняет своих кредитных обязательств. Препятствием для выезда могут стать штрафы ГИБДД. Вылетающие остаются дома из-за долги перед коммунальными службами. Отпуск могут испортить давно неоплаченные налоги на недвижимое имущество или машину. В рамках данной акции мы через контрольно-пропускные пункты проверяем граждан на наличие долгов. Также жители могут узнать о своей задолженности на сайте ФССП России по Республике Саха-Якутия, так как мерами принудительного характера за неуплату задолженности является мера ограничения выезда за пределы Российской Федерации, если сумма задолженности составляет более 10 тысяч рублей. Также всю информацию о возможных ограничениях на выезд можно узнать на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов. На главной странице необходимо зайти в банк данных, ввести фамилию, имя, дату рождения. И если ответ будет по вашему запросу ничего не найдено, значит можно смело собирать чемоданы. Никаких долгов, способных задержать вас на границе, нет. Рудольф Сахаров, Иван Семенов. Новости столицы.